3 yıldan beri. Ayta берсеңиз болот. Бул монтажга да? Жақынырақ келсеңіз мына ішінде ойнап тұрышат. Ошон менен бир келе мына ол жерде жашап аткан балдары келип ойнашат. Кышында дагы мүмкүнчүлүк болсун деп туруп үстүн жаптырганбыз кийин. Ona geçmesine времени да жоқ. Şimdi olsa oynagандардын bu жерде жууна турган, чечине турган раздевалка, душевой, анын үстүндө ателье, спортивный формаларды футболисттерге оңдоп, түзөп, тигип эле турган. Ал, мына неменин ичинде? Сары неменин ичинде? Üstünde şu atelye var şu. Spatini falan. Bu yerde birinci katta olsa konteynerden kurulganda bu. Yerlerinde satırsanız olup da fundament çok временli konstruksiyon. O aklı öyle kurulgan. Kapital stроениemiz. Вот я хотела бы обратить внимание, что сегодня, я говорила уже, что имеются акты о том, что это не капитальное строительство. Вот я вам сейчас... Посмотрите, на башмак, вот он контейнер, вот он, это железка, этот весь контейнер, раздевалка, которую они собираются сносить. Это легкая конструкция, вот она, вот она. Вот видите, как что они говорят, что это капитальное, да? А это, говорит, капитальное и подлежит сносу. Каким образом сегодня судебная коллегия Верховного суда, не убедившись, что это капитальное строение, в своем акте указывает, что оно подлежит сносу? Я так полагаю, что если есть я полагаю так, что если есть футбольное поле, это говорит о том, что когда занимаются, им нужно принять душ. Им нужна раздевалка. У нас на сегодняшний день больше половины населения читают намаз. Намаз это обязательно. Это о чем говорит? О правильном воспитании тех людей, которые сюда приходят заниматься. И мы сегодня говорим, что молельня, как Турдалиев назвал, молельня нам не нужна, раздевалка тоже, и футбольное поле тоже никому не нужно. Я считаю, что это абсурд полный. От того, что игроки вот здесь сидели. Вот сейчас, обратите внимание, мы сейчас идем к строению, которое называется намазхана. Намазхана, да? Да, намазхана. У нас даже сегодня в госучреждениях строятся комнатки для намазханы. Вот, это любители-футболисты, которые в определенное время, когда время намаза, они здесь читают. То есть они прочитали намаз, и идут опять играть в футбол. Что делает противозаконного по целевому назначению спорткомплекс, скажем так, да? Что делает противозаконное Садыков? Будьте добры, вот сюда можете пройти. Вот
Вот слышите, это пенопласт. Это все в пенопласт. Вот, посмотрите. Какое может быть, что это капитальное. Сейчас хороший борец ударит кулаком, и это все, скажем так, свалится. О чем мы говорим сегодня? Мы сейчас будем алчно относиться к тому, что хотят люди, не зная чего, или будем все-таки воспитывать молодежь в русле правильного направления. Вот, посмотрите, вот сюда, покажите. Что это такое? Я не строитель, но я уже понимаю, что капитальное строение должно быть на фундаменте чуть ли не менее 50 сантиметров. Посмотрите, где здесь фундамент. Что собирается сносить сегодня ГАСК? Что? Рабицу? Это для футбола. Крыша? Это для того, чтобы зной не падал, укрыться от дождя и так далее. О чем мы сегодня говорим? Где фундамент? Что мы собираемся сносить? И как газ будет сносить? Вот будет, я так думаю, что при сносе, если до этого дойдет, мы будем подключать средства массовой информации. И при сносе каждого, кто будет сносить, будем снимать. И он будет брать ответственность. Вы помните, да, сегодняшнюю ситуацию по кафе «Батуми»? Что сегодня происходит? Сделали ажиотаж, и сегодня, получается, те, которые сносили, несут ответственность. Точно такая же ситуация будет по нашему объекту. У вас, вы там просто четко ответьте, прям экспромтом, ладно? Ребята, вот это футбольное поле. Вы занимаетесь, вы любители? Да, любитель. Вам нравится это поле? Нравится. А вот сейчас вопрос стоит сноса. Как вы думаете, можно снимать? Вот снос этот. И потом, в это время, когда вы занимаетесь футболом, чем вы будете заниматься? Просто кроме Здесь футбола. 3 года уже играем. Сколько? 3 года играет? 3 года играете, года, да? Крыша нужна? Да. Мы зимой и летом 3 года. Без выходных. То есть каждую неделю играем, каждую среду. С 8 до 10. А вот который здесь Васидыкова Артура Дигизовича знаете, да? Да, да, вроде. От него какие-то проблемы имеются? Нет, тут все хорошо. Всё По хорошо, сравнению с другими полями, которые сдаются, здесь отличные условия. Отличное поле, Да. да? Ну, вот Раньше душ был этот, но потом сделали, сейчас вроде. А вот скажите, пожалуйста, по поводу, вот смотрите, вы в футбол поиграли, ну, открыто говоря, вам принять душ нужно? Да, конечно. А у вас есть мальчишки, которые намаз читают? Да. Вам нужен намазхана? Я думаю, да. Нужен намаз хана, вот берет, читает намаз То пятикратный. есть удобно, он приходит, когда время... Намаз он почитал и все. Араб взял и намаз читает. Намаз читает. Тут Biz söyledi. Kırkızeli aytabiliriz. Bu жерде азыр сөз болуп атат да, буну азыр снос деген кылыш жакында. Снос. сүрдүрүү. Сүрдүрүү болуп атат да бу жерде. Анан да. И сейчас получается, мы решаем вопрос, нужно ли вообще это сносить футбольное поле. Куда пойдем, если тут сносят, играют? Нельзя сносить. Я против. Мы здесь уже привыкли, 3 года играем. А здесь есть люди, которые больше играют? Наверное, есть. Есть, да? Здесь же противозаконно ничего не происходит. Все просто играют. Здесь не пьют, не курят, спортом занимаются. Что здесь плохого? Чисто развлечение. Надо сносить, я не знаю, кафешки, там, развлекаловки. Вот здесь есть клуб, его надо сносить. Но никак не поле. Наоборот, нужно условия улучшать, чтобы молодежь еще больше занималась. Да? Вообще польза футбольного поля. Это же здоровье. Польза спорта. В чем? Это здоровье. Это правильно? здоровье, молодежь. Молодежь развивается в правильном русле. Они так не курят, не пьют там. Если поля не было бы, поставили бы здесь клуб, я не знаю. Наркотики, алкоголь, табак. Это все плохо. А вот еще один момент такой. Сейчас жильцы горного ручья говорят о том, что здесь, когда играют люди, мы слышим только маты, мы слышим только ругань, гогот и так далее. Это происходит? Скажите по факту вот сейчас.
Ну, насчет других... Ну, я это не- же игра. Это игра, то есть эмоции же. Здесь люди играют, и эмоции выплескиваются. Здесь никто не дерется, здесь никто между собой не ругается, все друг друга знают. Ну, в игре, да, бывает, иногда там кто-то случайно там на ногу, да, наступил или ударил. Но это бывает, это игра. Тут рядом, тем более, мечеть. Когда, например, азан начинается, то есть мы уже, все уже на подсознании, там, никто не матерится. Те, кто намаз читает, там половина идет, намаз читает. Это хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат. Давайте. Мгм. Я хотела бы обратить внимание, каким образом можно вот этот, я не знаю, как ленточный фундамент назвать капитальным строительством, тогда как стойки самого футбольного поля стоят за пределами этого фундамента. Это ограждение, вы понимаете, что это арычок? Это арычок, вот он, слив идет, абсолютно сюда слив идет, чтобы вода не собиралась. А получается, суды посчитали, что это фундамент. Вот, обратите внимание, вот он идет слив.